Здорово всем. Как говорится, пока свет не убрали, а вчера везде не было света. Вот так вот. Здорово, здорово. Пока свет есть, решил выйти прямой эфир. Чуток шумно. Ну, у некоторых день, у некоторых утро. У нас уже ланч позади. Добрый. Ну что, ребята, 82 участника. 82. Вот. Больше мне нечего говорить. В принципе, приобретаем. Репорсните, осталось, ну, почти сутки. Сутки-полторы максимум. Завтра я отправлю один ножик по заказу. Послезавтра я отправляю 1, 2, 3, 4 всего. Ишь, гад. Да. Хотел бы отправить 4 ножа по заказам. Вот. Погода сегодня ясная, солнышко. Снег почти оттаял. Но ветрено, холодный ветер. Будет засуха. Весне на уток негде будет сидеть буквально. Вот. И следующей неделе понедельник или вторник отправлю 3 ножа. Вот. Примерно так скорость моей трудовой деятельности. Вот. Пока вот так. Ну, рекорд обновили. Так, был, по-моему, 15 или 14. Сейчас уже другой. Еще добавляют ребята. Точно пока сказать не могу. Сегодня вечером напечатаю. И если будет возможность, вечером выйду. А то сейчас все на работе. Вот, как говорится, некогда смотреть эфирчик. Вот. Так что вот такие вот у меня новости. Вот так вот. Недорогой нож. Так. А кто и... Молодцы, магданцы. Недорогой нож. Ну, уже я тут думаю насчет недорогого ножа. Но не знаю, насколько будет популярно. Но рукоять будет орех, ножны кожа, без конского волоса. Вот, а сталь будет неолокс.
Очень даже неплохая сталь, нержавеющая. Вот. И такую серию хочу выпустить, наверное, после охоты на уток. И стоимость будет по чирику всего-навсего. Вот это будет недорогой ножик, но время тут делать его будет чуть быстрее. Почему? Потому что ножный кожа поставил, пошил и все. Да, вместо конского волоса кожа будет. Ну, довольно смотрится нормально. Рабочий ножик. Сталь даже очень даже неплохая. Вот, ну, вот я тут заковал РВЛки. Они тонкие. Несмотря на свою тонкость, очень даже живучие. Прогибается, больше не идет. Кончик не так изгибается и не остается таким. Все равно пружинит. Вообще-то очень понравилась эта сталь. Вот. Ну, по временем, если учитывать Сельмакса, быстрее, конечно. Термообработка делается добрый. Недолго, надо сказать. Вот. А результаты практически одинаковые. И хочу сказать, такого металла в данный момент уже у меня ограничено. Уже то, что привез из выставки практически Кончитас. Но я завтра пойду закажу. Ребята пошлют. Вот. Через транспортник приедет дней так 15. 2 недели, короче, майские праздники. Сами знаете, никто и ничто не двигается. Все гуляют. Вот. До 9 мая наверняка не успеют. Но в конце концов приедет 13 мая. Полмесяца. Таким же макаром, такой ситуации я сталкиваюсь не впервые. Я Эльмакс заказывал у той знаменитой Бёллера. Тот ехал ровно 24 сутки. Между прочим, я его заказал на авиа, не машиной, не наземная, а авиа. И тут пошло-поехало. Короче, день 8 марта там помешал. Потом еще что-то там помешало. Это была транспортная компания «Деловые линии». Никогда не пользуйтесь деловыми линиями. Почему? Я 3 заказа сделал и 3 заказа еле-еле нашел. И они очень даже дорогие, чем другие. Вот. Ну, в последнее время СДЭК более популярный и более-менее нормально работает. DPD то же самое. Цены, конечно, не скажешь дешевые, но в сроку доставляют. Это хорошо. А вот насчет деловых линий, уж простите, я разочаровался. Не одну минуту там угробил. Если звонить из Якутии, из Москвы на стационарный телефончик, конкретно МТС обдирает. Вот, несмотря на это, да, несмотря на это, так, сталь прибыла, а они отправляли сразу и фольгу, закалочная есть такая. Без этого порошок не порошок. Вот, фольга осталась, сталь пришла в Новосибирск, и они решили дождаться, вместе собрать и отправить. И там лежит 10 суток. Я звоню. Ну что, нашелся фольга? Нет,
последнее время все эти девчонки стали узнавать меня. Всех задолбал я. Сразу один гудок. Здравствуйте, Эдуард. Ваш товар еще не нашелся. До свидания. Вот такие отношения уже конкретно были в последнее время. Я уже махнул. Всех конкретно послал. Себе, конечно, не озвучивая. Вот. И вдруг звоночек. Здравствуйте, уважаемый Драгович. Наконец-то нашлась. И, короче, прибудет в Якутске до какого-то числа и так далее. Сказали неделю. Ну, неделю вроде 7 дней, все нормально. А у меня тут все горит. Труба вообще тает от звонков. Где мой заказ, где мой заказ. Красиво они обошлись. Ну вот, пришел в городе Якутске. Транспортной компании филиала деловые линии. Так, мне девчонка звонит из Новосибирска. Наконец-то заставили догажить. Поздравляю и так далее. Ладно, я могу забрать его завтра, говорю. Да, конечно, она уже там у нас на филиале и так далее. Я взял такси. Заказал 6 утра, чтобы быть там 10. По идее, зимой дорога хорошая. Переправы нету. Вот. Взял такси, поехал. Нашел филиальчик. Здравствуйте, где мой товар? Искали. А там-то у них офис-то такой. Квартирка, первый этаж. И сварили железную дверь. Вот, собственный подъезд на квартиру. Вот, короче, эту квартиру купили и сделали трехкомнатную склад. Филиал деловой линии в центре города. Там две здоровые такие тетенькие ходят. Ну, наверное, говорят. Сейчас найдем, если есть. Я в такси, все оплатил, жду. Вот, забираю металл и обратно домой. Правильно? И искали, не нашли. Девчонки, что такое? Мне сказали из Новосибирска, что она прибыла. Пожалуйста, заберите. А то через 3 дня уже по 700 рублей там было, по-моему. Вот. Буду забирать. Где мой заказ? Металл. А что за металл? Какой металл? Что за? Какого вида? Ну вот, листочек металла всего так. Длиной 90 сантиметров, ширина 30, по-моему, будет. Толщина 4 миллиметра. Ну где она? Если так говорят, значит она здесь. Ищет. Второй час пошел. Мне пришлось отпустить таксиста. Расплатился за задержку. Ребята, извините, тут не нашли. Приходится мне оставаться на ночь в городе. Ладно, давай. Где самолет вообще разгружен или нет? Ща позвоним. Алло. Короче, тут, да, прибыло? Да, хорошо. Когда загружают? Хорошо. Оставьте свой номер, мы вам позвоним. Я вообще тут как вулкан покраснел. Материться я не люблю. Но так хотелось. Измучили меня, короче. 24 сутки. Авиаперевозкой. Вот, потом... Алло. Я иду у своих родственников. Все, уже разочаровался. Звоню компании по горячей линии. Алло. Та же женщина, как раз он. Здравствуйте, Эдуард. Да, я не получил. Нет товара вашего. Не разгрузили или как? Сейчас позвоню. Ждите, пожалуйста, на линии. 12 минут сидел там. Алло. Она говорит, сейчас уточняем. Спасибо за что вы ожидаете. Не кладите. Еще 5 минут. Итого 17 минут. Алло. Короче, самолет прибыло. Ага. Вот. И товар разгружает.
Когда будет, спрашиваю. Я в городе уже. Утром хотел забрать, не получилось. Когда разгружать? Вот уже разгрузили. Идите, давайте. Из филиала позвонит. Ладно, говорю. Последнее такси из города, по-моему, 16:00 в то время. Угу. Я хотел домой вернуться. Жду звонка. Часик. Ну вот 4. Уже последние минуты. Хочу заказать и уехать домой, а без материала зачем? Звоню. Нету пока, не доставили пока, не разгружали еще. Да блин. В 8 утра самолет прибыл. И до 16 вечера ну никак не разгружают. Прикинь. Вот такие деловые. Ну, гады, вообще рассердился. Ладно. Погасил. Вот. Просыпаюсь, как всегда, рано утром. Жду 9 часов, чтобы позвонить компании. Алло, ну чё? Нет еще? Когда будет? До обеда? Хорошо. Мы вам позвоним. Хорошо. Ну, пошел по городу гулять. Некоторые расходники прикупил. Ну вот, 11:30. Алло, ну чё, обед уже? Нет еще пока. Вроде разгружали, едет. Ну что там, я не знаю, ну короче, 10-тонная сталь или как? Как это невозможно? Как это так? Да вот так. Все, давай, позвоним. Вообще хренеть. Потом мне, наконец-то, я тоже думал, на 3 сутки остаюсь тут, а тут оврал, все стоит, без меня никак, минус 54. Если что, если свет уйдет или, не дай бог, что-нибудь случится дома, никто не будет уже в ответе из-за этих деловых линий. Вот. Потом, по-моему, без 30:16. Алло, алло. Наконец-то прибыло. Какой там материал? Да, всего стоит сколько-то, по-моему, еще 3 с чем-то забрали. Говорили, такой большой лист, оказывается, маленький такой-то. Вообще хренеть. Ладно, туда заехал своим другом. Действительно нашлась. Действительно лежит. Да, фольги нету. Где фольга? Какая фольга? Ну, вот такая же. Должна быть такая примерно, как обои. Ну, должна быть. Сейчас поищем. Ищет. Нашла. Вы не сказали фамилию, вот поэтому так долго и так далее. Я не сказал свою фамилию. Я везде говорил. Они зафиксировали номер паспорта и так далее. И она мне говорит, что я не сказал фамилию, вот поэтому задержали в аэропорту. Пипец. Я просто промолчал, разочарован, вообще ничего не говорю и не буду тратить свое время и нервы. Набрал, расписался, рассчитался наличными, у них карточки приемника нету, наличными пришлось снять и так далее. Аля тополя, алло, такси есть одно? Да, есть. Ну, слава богу, я домой. Приехал домой на следующее утро из деловых линий. Звоночек. Алло, здравствуйте. Будьте добры, оцените нашу компанию. Как работает наша компания? Оцените, пожалуйста. Да, я 5-бальная или 10-бальная? Да, можно и по 5-бальной, можно и 10-бальной. Я им фигу такую большую показал. Большую. Все. Ну, после этого таких линий мне не надо. Развод конкретно. И в том году из Нижнего Новгорода до Москвы вот заказал тоже сталь, тоже бюллеровский. Забрали, вот, привезли. И между Москвой и Нижним всего ничего расстояние. За это ушло 48 часов. Сказали полдня, максимум 12 часов. Я же максимально. Я оплатил.
они сразу отбирают за эту услугу, за перевозку. Конкретно, что я дважды видел в одни и те же... грабли. У них через дорогу это транспортная компания в Нижнем. Вот поэтому только деловые линии не говорят. Договоренность, наверное, такая-нибудь. В общем, конкретно разочаровался. Так что не советую, ребята, и вам. Вот. Так. 81. 82, то есть. Вот, участников. То, что у меня все готово, все знают. То, что у меня света не было, тоже знают. Была бы свет, вчера бы вышел. А так сегодня работа кипит. Вот.